звонницами. В русской храмовой архитектуре большая редкость. Подобных храмов всего 3 – в Москве, Киеве и Санкт-Петербурге. Даже в таком вот не очень презентабельном виде церковь производит впечатление. Очень все гармонично, ладно и складно устроено. После войны до начала 21 века храм был в запустении и разорении. Сегодня он действующий, и это самое главное. Нас встретил настоятель храма отец Александр, встретил с радостью. Храм нуждается во внимании и помощи, и, возможно, наша программа привлечет к нему благодетелей. 1824 год, год его основания. Его строителем является Дмитрий Васильевич Тенишев, казанский вице-губернатор, глава Симбирского ополчения, герой войны 12 года, человек, который штурмовал Дрезден. То есть вот такой вот легендарный человек является основателем нашего храма. Храм является республиканским памятником истории и культуры, потому что он уникален. В Татарстане он такой один, его архитектура абсолютно уникальна. Он построен в виде креста, и у него есть 2 звонницы. Наш храм построен в стиле классицизма и является одним из, на мой взгляд, прекрасных примеров вот этого классического стиля в церковной архитектуре. С 2008 года ведутся работы по реконструкции храма, и эти колонны тоже были восстановлены, на мой взгляд, максимально аутентично. Внутри церковь нас тоже удивила, какой-то особенной уютностью, что ли. Конечно, сразу бросился в глаза иконостас. Небольшой, но очень красивый, о нем чуть позже. Небольшие ниши, уединенные молитвенные уголки. Такого мы тоже нигде прежде не видели. На входе много полезных брошюрок. Этот иконостас – это вообще пример того, как часто люди все делают вместе. То есть насколько есть у людей желание восстановить этот иконостас, этот храм. Люди действительно скидывались там по 100, по 200 рублей на этот иконостас. И по-прежнему также до сих пор это и происходит. То есть вот мы видим, например, что есть некоторые дырочки в иконостасе. То есть это те иконы, которые сейчас еще пишутся. То есть они дописываются, доделываются. И совсем скоро мы закончим ряд 12 праздников. То есть люди действительно приходят, жертвуют то, сколько может, и вот, когда это все собирается сумма, мы заказываем икону очередного праздника, и они дальше уже так готовятся. Есть люди, которые, например, решили от себя подарить целую икону, то есть прямо вот так вот от семьи в подарок, то еще так-то. Ну, а также есть практика, когда просто действительно там по 100 рублей люди оставляют, и вот так вот тоже делают. Да, у нас в храме совершаются акафисты, то есть мы служим каждый четверг в 9 часов утра, мы служим акафист Николаю Чудотворцу, как раз вот этот вот образ святителя Николая Чудотворца, который около меня находится. И действительно, вот за 3 месяца, то есть мы начали служить эти акафисты, возродили эту традицию, и за эти 3 месяца уже стала ощущаться такая явная, действенная помощь Николая Чудотворца в нашей жизни. То есть кто-то приходит, кто-то что-то помогает, как-то вообще о нашем храме начинают потихоньку говорить, ну и так далее. То есть вот действительно помощь Николая Чудотворца, она ясно и четко чувствуется в нашей повседневной храмовой жизни. И еще одна икона, это икона святых Петра Февронии Муромских, которая там вот находится. Мы обратились к нашему владыке за благословением, и он попросил для нас мощи святых Петра Февронии Муромских из города Мурома, и мы их получили. Буквально за неделю до праздника святых Петра Февронии Муромских, и мы их получили, оставили в нашем храме. У нас есть частица мощей Петра Муромских, частица мощей Февронии Муромских. И таким вот образом мы тоже служим акафисты. У нас каждый понедельник в 6:30 мы совершаем акафист Петру Февронии и чередуем его с другими акафистами, с акафистом в честь великомученика Пантелеймона, потому что около нашего храма напротив стоит молельный дом в честь этого святого. Почему такое время? Потому что мы ориентируемся на тех людей, которые еще и работают. То есть у нас приход, он не только из пенсионеров состоит, у нас много людей молодого возраста, среднего возраста. И эти люди, они тоже перед работой часто приходят, вот в 6:30 приходят на акафист, и в 7 часов быстро-быстро уже нас покидают, потому что нужно срочно ехать. Ты заканчиваешь акафист, уже говоришь отпуск, благословляешь всех, и все быстро-быстро собираются и бегут на работу, потому что, чтобы успеть. Но очень приятно, очень радостно то, что эта традиция, она возрождается, она теперь входит в нашу церковную жизнь достаточно плотно. У нашего храма есть Инстаграм, у нашего храма есть группа ВКонтакте, сейчас мы работаем над нашим сайтом. Акафисты мы тоже служим в прямом эфире, можно их посмотреть, вместе с нами помолиться и так далее. То есть я снимаю видео, то есть мы вот этим всем занимаемся, то есть наша цель говорить о Христе, говорить о Евангелии, но я не считаю, что это является каким-то обновлением совершенно. Это просто те внешние средства связи, которыми мы пользуемся. Ну, банальный пример, например, апостолы
в первом веке ходили по римским дорогам. Это было чудо техники того времени. До сих пор во многих городах Европы они сохранились, римские дороги. И для них это было вот таким вот средством коммуникации. Они могли пройти из одного города в другой, добраться и так далее. Мы тоже пользуемся современными средствами коммуникации, ведем эфиры, мы рассказываем о православии там, где можем. Но я не считаю, что это какое-то обновление. Мы ничего не обновляем. Мы просто пользуемся тем средством связи, которое Господь нам дал. Вот Господь дал нам в 21 веке вот эти средства связи, интернет, социальные сети. Век назад еще бабушки переписывают руки акафисты. Я считаю, что за последние годы православие сейчас идет больше вглубь, чем вширь. То есть количество людей, которые приходят в храм, я не могу их посчитать. Я вот 6-й год священник, мне, может быть, сложно сказать, что было 15 лет назад. Но вместе с тем, те, кто приходят, они, как правило, остаются. То есть вот я крещу взрослые, которые приходят, они, большая часть остается в храме. Мы приехали в Никольскую церковь в день, когда не было службы, поэтому и людей в храме не было. Но батюшка здесь ежедневно. Работы много, удобств мало. Отец Александр здесь всего несколько месяцев, но я заметила, он все время повторяет «наш храм». Ни разу не произнес «я», все время «мы». Мы говорим «мы», потому что мы и на литургии, на главном богослужении молимся тоже от имени «мы». То есть священник за время всей литургии читает только одну молитву за себя. Это молитва перед великим входом, когда я молюсь сам о себе, о своем недостоинстве. Все остальное время, почти все тексты мы, о нас и так далее. Поэтому мы — это прихожане. То есть мы — это община. Напомню прекрасные слова из Евангелия, что где 2 или 3 собраны во имя Мое, сказал Господь, там я посреди них. Храмовое служение — это общее дело. То есть человек всегда как бы вместе, да, всей общиной пытаются что-то вместе делать, что-то вместе строить. В нашем храме действует воскресная школа для взрослых и есть воскресная школа, или даже, наверное, правильно сказать, воскресная группа для детей. Мы возродили все эти традиции совсем недавно. То есть воскресную школу для взрослых веду я сам в данный момент. Собираются наши прихожане, собираемся мы после воскресной литургии, собираемся прямо в храме, потому что пока иного места у нас, к сожалению, нет. У нас пока нет отдельно стоящего здания. Собираемся в храме с соблюдением всех норм безопасности. Сейчас такое сложное время, но тем не менее, даже несмотря на это, несмотря на то, что нужно одеть там маску и так далее, люди остаются. Это очень приятно. Я прочитал Евангелие в 14 лет. Это вот мне было примерно в этом возрасте. Это было какое-то абсолютно такое издание, которое просто попалось мне в руки, Новый Завет. Я его прочитал и понял, что мне это нравится. Вот те мысли, которые есть в Евангелии, те идеи, которые есть в Евангелии, они мне понравились. И мне стало интересно, я стал ходить в храм, ставить свечки периодически. Ну и вот дальше началась уже моя церковная жизнь. Тут нет какой-то истории отдельной, что вот тут не верил, тут поверил, или тут какое-то случилось событие. Вот у апостола Павла, например, у него была история. То есть он сначала со Христом боролся, а потом его озарил свет по дороге в Дамаск, и он уверовал. У меня такого не было, такой истории. То есть просто вот Господь призвал, и я вот лично, по своему личному опыту пришел к такому выводу, что, наверное, очень важно отвечать на призыв Божий. То есть Господь, Он стучится в дверь жизни каждого человека постоянно, регулярно. Вот этот вот стук есть, нужно просто найти время, услышать Божий глаз в своей жизни и на него ответить. А Господь стучится в дверь каждого человека. И то есть человек дальше в своей жизни, он выбирает. Либо он за Христом идет, либо он не идет. Он либо принимает, что Господь его зовет, либо от этого отказывается. Ну вот так вот получилось, и Господь меня привел сюда, в Казань, и вот здесь я стал уже священником. Не мною замечено, давно известно, старинные храмы сохраняют историю давно минувших дней. Пановская Никольская церковь сохранила нам память о помещике Тенишеве, историю обретения в источнике образа Николая Чудотворца. Образ тот, к сожалению, давно утерян, но память о нем живет. Сентябрь 66-го, март 67-го года. Видимо, за это время полностью переписана была псалтирь. Написана она полностью от руки, весь текст псалтири. Вот он полностью. Тут есть даже какие-то оригинальные закладки. Мы ничего не убирали. Вот псалтирь полностью, прекрасным почерком написанная. И что интересно, кстати, вот мы видим даже в конце, после того, как есть молитва за упокой, мы видим вот такие вот пометки. 1961 год, умерла тетя Соня, 20 по новому стилю февраля. Утро 4 часа. То есть вот переписаны люди, которые являются родственниками. Умер дядя Илюша. 15 февраля по новому стилю, 1967 года. То есть вот эти вот заметки, то есть люди вот переписывали псалтирь полностью от руки.
и вот так вот в память о своих почивших родственниках. Естественно, мы сейчас, когда этот текст разберем внимательно, проанализируем, я хочу тоже поминать за упокой, раз люди оставили на такое послание из прошлого, то этих людей хочу переписать и на литургии их тоже за упокой поминать. Вот наша большая идея сделать такую вот выставку. То есть у нас есть ее условное название «Сохраняя веру», то есть рассказ о том, как люди сохраняли веру, не имея печатной продукции, не имея возможности в годы гонений, вот так вот подпольно переписывали псалтирь. Это один из примеров, у нас их больше, но уже, как говорится, я их покажу, когда вы приедете к нам на открытие нашего музея. Вот здесь на галереях. А еще вокруг храма сохранился чудесный липовый сад. Мы насчитали 20 старых лип. Октябрьская осень уже сняла с деревьев листву, но даже в таком виде деревья выглядят величественно. Здесь их называют Княжеской аллеей. Вот эта липа, которая находится за нами, то есть по нашим примерным подсчетам, ей гораздо больше, чем 200 лет. У нас в храме есть фотография 1930-х годов, где липа уже не меньшая по размеру. То есть получается, что примерно ей больше, чем 200 лет. Храму 200 лет, а липа еще старше, чем наш храм. И вот еще дальше мы видим, находится липовый сад, то есть эти отдельно растущие липы. И у нас очень большое желание заняться его облагоустройством. К нам приезжала православная молодежь в Казани, мы оттуда вынесли очень много разного мусора. Мы начали уже процесс его облагораживания. Сейчас мы обратились за дендрохронологической экспертизой, чтобы выяснить возраст этих деревьев. И мы очень надеемся на то, что мы получим эту информацию, и очень надеемся на то, что со временем это будет признано памятником живой природы. То есть исторически это липовый сад бывшего имения князей Тенишевых, основателей нашего храма, и у него тоже есть своя история.